Правительство России представит план поддержки экономики страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Влияние санкций на российскую экономику должно быть минимизировано. У властей есть соображения, каким должен быть ответ на вводимые ограничения. Санкционное давление на нашу страну растет. И каждый день США, страны Евросоюза и ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер. Как сказал президент, совершают недружественные действия. Какие бы причины ни назывались публично, их главная цель – нанести урон по тем или иным направлениям. Шаги ожидаемые, иллюзии относительно подобных действий мы давно не питаем. Поэтому мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей. И в части движения денежных средств, и в части развития проектов по замещению импортных комплектующих. Коллеги, важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей. В таком же формате будет действовать и весь аппарат правительства, министерства и ведомства, их территориальные подразделения в регионах. На резкие политические заявления реагирует финансовый рынок. Так, Центробанк объявил меры поддержки кредитных организаций. Рекомендовано реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам в случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за санкций после 18 февраля этого года. Тем временем Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с сегодняшнего дня до 20% годовых. Это позволит компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски и тем самым поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.